поговорим сегодня о мамонте, который наравне с алмазами, нашим диким холодом является одним из главных символов нашей республики. Вы знаете, что мамонт сейчас у нас очень популярен. Он долгие годы был на эмблеме Якутского государственного университета до создания Северо-Восточного федерального университета нашего. Мамонтенок является талисманом международных детских спортивных игр «Дети Азии». Является талисманом циркового фестиваля «Мамонтенок» и так далее. То есть мамонты, можно сказать, это наше все. Да? Но не всегда так было. Это мамонт стал брендом, можно сказать, последние лет, наверное, лет 20. До этого, наверное, наша республика ассоциировалась с оленями, да, больше. И можно сказать, это вот становление мамонта как бренда Якутии. Я считаю, что она произошла во многом благодаря труду ученых, палеонтологов, не только из нашего музея. В Якутии есть 3 научных учреждения, которые занимаются изучением мамонтовой фауны. Кроме нашего музея мамонта СВФУ, это отдел изучения мамонтовой фауны Академии наук Республики Саха-Якутия. И старейшие научные учреждения, которые еще с середины 20 века занимаются изучением мамонтов, это Институт геологии, алмаза и благородных металлов Сибирского отделения Академии наук. Как появились мамонты? Почему? Вот об этом давайте сначала поговорим. Не всегда же они были, они когда-то появились. И появление мамонтов неразрывно связано с ледниковым периодом. Не всегда у нас было так холодно, как сейчас. Десятки миллионов лет назад у нас был очень даже теплый климат. У нас росли южные растения, которые сейчас растут на Дальнем Востоке, даже в субтропиках. Такие вот окаменелости растительные, как вот мы находим, вот, например, на Мамонтовой горе, когда организовываем экспедиции со школьниками. Но потом, где-то 2,5 миллиона лет назад, климат стал меняться в сторону похолодания. Наступила череда оледенений. Вот многие думают, что ледниковый период он один. На самом деле их было, как специалисты считают, их было около 7, не менее 7. Их называют там, по именам Зырянское оледенение, последнее Сартанское оледенение. А между ними были каждое оледенение, ледниковый период, он длился сотни тысяч лет. Между ними были относительно короткие периоды, где-то десятки тысяч лет, теплые периоды, когда межледниковье, вот, когда было теплее даже, чем сейчас. Вот, например, Каргинское межледниковье, которое началось где-то 50 тысяч лет назад и закончилось где-то 25 тысяч лет назад, тогда было теплее, чем сейчас, эпоху Голоцена, в котором мы живем. Но мы говорим о похолодании. Здесь жили животные, здесь жил так называемый южный слон. Огромный слон, еще не мамонт. У нас в Якутии даже на севере, на реке Адыще, например, находим мы кости. И вот чтобы не вымереть, вот эти животные, которые жили вот относительно теплый период, начали, кто-то вымер, конечно, не сумев приспособиться, а некоторые начали эволюционировать, как мы говорим, приспосабливаться к холоду. В первую очередь покрываться густым шерстным покровом. Конечно, этот процесс был очень долгий, десятки тысяч лет. Но так или иначе появилась, как мы говорим, мамонтовая фауна. Появились мамонты, шерстистые носороги, бизоны, дикие лошади древние и так далее. Вот эта мамонтовая фауна, она была
если вот задуматься, она была очень похожа на фауну саван современной Африки, как ни странно. Ну, давайте сравним, да? У нас был мамонт, у них африканский слон. Можете мне... У нас шерстистый носорог в Африке, белые, черные носороги. У нас пещерный лев, там африканский лев. И даже гиены в Сибири обитали пещерные. Аналоги были экологические. Дикие лошади, очень многочисленные тогда у нас, вместе с бизонами самые многочисленные виды. В Африке зебры, антилопы гну, у нас бизоны и так далее. То есть фауна была очень похожа, только у нас такой мохнатый вариант, из-за того, что у нас было холодно. А потому что ландшафт тундростепей, мамонтовых степей, которые преобладали здесь, у нас в Якутии, и не только, у нас вообще по всему Северной Евразии, она вот похожа на саванны современной Африки. Огромные пространства, открытые, покрытые густой травянистой растительностью и редкие там деревья. Здесь паслись огромные тысячные, миллионные стада копытных, за которыми следовали грозные хищники, такие как пещерный лев. И считается, что продуктивность мамонтовых степей была не ниже тех же саван Африки. За короткое лето успевало отрасти большое количество травянистой массы, которыми питались все эти копытные. И вдруг, не в одночасье, не очень быстро, но вся эта экологическая цепочка, весь этот мамонтовый мир рухнул. Первыми вымерли пещерные медведи 15 тысяч лет назад примерно. Кстати, считалось, что у нас пещерных медведей не было, но мы в 2011 году в Верхоянском районе на реке Ядыча вместе со школьниками нашли нижнюю челюсть малого пещерного медведя. Тем самым доказали, что пещерные медведи обитали гораздо дальше на востоке и на север, чем считалось. Потом вымирает где-то 12 тысяч лет назад пещерный лев и шерстистый носорог. Последние мамонты на материке у нас обитали где-то 9,5 тысяч лет назад, у нас в Якутии. Вообще на Земле последние мамонты жили всего 3700 лет назад. На острове Врангеля, это Чукотское море. Они тысячи лет жили изолированно в условиях острова и постепенно стали, можно сказать, карликовыми. Рост их был, примерно с меня. Что такое 3700 лет? Это время, когда египтяне уже почти построили самые крупные свои пирамиды. Расцветали уже человеческие цивилизации. То есть мамонты вымерли не так уж давно, как большинство людей думают. Но последние мамонты я имею в виду. Например, овцебык у нас жил очень даже долго, можно сказать, после мамонтов. 3500 лет назад у нас вымерли последние овцебыки. Бизоны 8000 лет назад. Лошади дольше всех продержались, дикие лошади. Маньчжурская лошадь, датировка ее около 2000 лет. Эти животные мамонтового комплекса вымерли не вдруг, не резко и не по одной причине, как многие считают, да? Они вымирали в разное время и по разным причинам. У нас просто, когда мы учили в школе, нас учили, 10 тысяч лет назад кончился ледниковый период, и все вымерли. Ну, не все, а вот которые мамонты, шерстистые носороги, бизоны и так далее. Причина вымирания, которая интересует многих людей, основная причина – это изменение климата, потепление климата, которое началось около 12 тысяч лет назад. Мамонтовые степи
огромные, которые кормили вот эти миллионы стада копытных, они стали заболачиваться из-за тепла, стали зарастать лесом. Огромные ледники, вот о которых рассказывал Юрий Георгиевич, они достигали вот километровой толщины. Они покрывали большую часть северного полушария. Языки ледников доходили до Киева, до Москвы. Вот настолько они простирались. Весь север европейской части России, вся Северная Европа, вся Северная Америка, она лежала под этими огромными ледниками. Вот когда потеплело, они растаяли, и уровень Мирового океана поднялся на десятки, где-то даже сотни метров. И затопило самые лучшие пастбища мамонтов, которые сейчас находятся на дне Ледовитого океана. Вот Новосибирские острова, почему там больше всего находят бивни? Потому что это осколки того мамонтового материка, они были частью материка, и там лучше всего чувствовали мамонты. Следующий вопрос, который я вот хочу поднять. Почему у нас в Якутии очень много находят мамонтов? Мы посчитали, что если считать по всему миру, около 80%, не менее 80% всех находок мамонтов и других вот гигантов ледникового периода, уникальных находок с мягкими тканями, было найдено именно на территории нашей республики, разное время. Почему не находят в других частях Арктики, в Канаде, например, в Скандинавии? Причина та же, о которой я говорил. Они лежали большую часть плейстоцена под ледниками, и, конечно, на льду никто жить не может. А Якутия была свободна от ледников, за исключением горных областей. Покровного оледенения по большей части у нас не было. Значит, вот почему не было? Потому что и тогда, и сейчас у нас выпадает очень мало осадков. По сравнению с Чукоткой, например, да, или с Кольским полуостровом, где зимой выпадают метровые, многометровые сугробы, у нас вот снеговый покров, он относительно неглубокий. И даже за короткое лето этот снег успевал растаять, не аккумулировался в ледники, не нарастал. И поэтому животные чувствовали себя очень комфортно. Это, во-первых, и вообще считается, что первые мамонты вообще возникли на территории Восточной Сибири, огромную часть которой занимает наша Якутия. Где-то 800 тысяч лет назад появился первый вид мамонта, который мы называем трагонтериевый или степной мамонт. А шерстистый мамонт, который вы все знаете, вот появился где-то 250-200 тысяч лет назад, вместе с нашим видом, человеком разумным. Значит, мамонты вымерли. Вот тогда существовали такие природные ловушки. Няша, как мы говорим, да, это очень такой вязкая грязь. На севере и сейчас она местами есть, ну, по берегам. Какие-то морзобойные трещины, ямы. Вот таких иногда проваливались вот животные, даже такие крупные, как мамонты. Грязь, глина, болото. Многие, как мы вот приходим к выводу, многие мумии, они утонули в болоте. Вот болото, как вы знаете, вне доступа кислорода, они не дают бактериям размножаться, поэтому вот останки хорошо сохраняются. А еще ил сразу. И, да, бактерии. Но, с другой стороны, там молочнокислые бактерии в условиях отсутствия кислорода развиваются внутри трупных остатков и вырабатывают молочную кислоту. Это тоже консервирует. Это я к тому, что вот, многих удивляет удивительная сохранность древних животных, которые вот сейчас вытаивают из многолетней мерзлоты, которые тогда, вот десятки тысяч лет назад, погибли в этих природных ловушках и сейчас вытаивают. Вообще у нас в Якутии было до 21 века
найдено 15, как я посчитал, 15 уникальных находок животных ледникового периода с мягкими тканями. А в 21 веке уже за эти только 18 лет местными жителями было обнаружено и стало достоянием науки 18 уникальных находок. Замороженные туши я имею в виду. Видите, за 200 лет, за 18 лет найдено больше, чем за 200 лет до 21 нашего века. Почему? Какая причина вот столь резкого увеличения количества таких уникальных находок? Вы знаете, что Якутия последние десятилетия стала центром добычи мамонтового бивня, или, как говорят, ископаемой мамонтовой кости. Но она всегда была. Вот этот промысел, я считаю, он традиционный для коренного населения нашей республики. Как минимум 250 лет местные жители собирают ископаемые мамонтовые кости для продажи. Но с крахом Советского Союза с начала 90-х годов резко возрос спрос на бивни мамонта. А с другой стороны, вот вы видите, сложнейшие экономические условия в арктических районах. Огромный процент безработицы. Что делать? Как прокормить свои семьи? Оленеводство в упадке. Рыболовство в основном котловое, чтобы прокормить. Да? Ну, конечно, есть такие люди, которые для продажи достаточно много, но самый легкий способ, можно сказать, это найти бивни мамонта, которые вот обеспечат в случае удачи там, безбедную жизнь, скажем, на целый год. Вот поэтому сейчас очень много людей, можно сказать, не менее половины, я сам с Устьянского района, с арктической зоны, не менее половины взрослого населения, мужского, летнее время серьезно или там по пути, или как-то, они все равно занимаются сбором бивней мамонта. Не всем, конечно, везет. Везет немногим. Вот. Но, тем не менее, я скажу такую вещь, что у нас, если до революции Якутск привозили каждый год от 16 до 32 тонн бивней, сейчас количество добываемой мамонтовой кости ежегодной не менее 50-60 тонн. В 2015 году вообще по отчетам недропользователей было собрано 105 тонн. Это огромное количество. Что делают с такой прорвой бивней? Конечно, главный потребитель этих бивней — это Китай. Ну, можно много рассказывать про эту сторону, но сегодня у нас задача другая. Процессы, вот, как я сказал, поиска бивней, местные жители, мы с ними стараемся поддерживать хорошие отношения, да? Что стараемся разъяснить, что какое научное огромное значение имеет каждая находка. Даже вот вытаявшая мышка, лемминг, суслик, олень, даже сейчас существует, не говоря уже о мамонтах, носорогах и так далее. Наверное, вы слышали, что года 3 назад у нас в Абыйском районе нашли даже пещерных львят замороженных. Я вот никогда не думал, что когда-нибудь можно будет найти пещерных львов с мягкими тканями. Я думал, их было настолько мало, что это практически не. А вот поди, что их нашли, и даже двоих новорожденных львят одного помета.
которых назвали Уян и Дина. Нашли на реке Уяндина, поэтому вот название реки разделили, назвали Уян и Дина. Вообще вот, существует традиция называть детенышей древних животных человеческими именами. Вот про мамонтенка Диму вы, наверное, почти все знаете, да? Мамонтенок Юка. Кстати, вот мамонтенок Юка, это перейду к вопросу о роли древнего человека в вымирании мамонтов. Человек, я считаю, был вторым основным фактором, причиной вымирания вот этой гигантов вот, плейстоцена, мамонтов и так далее. Ну, раньше считалось, что первобытный человек, примитивный, кое-как одетый лохмотья шкуры с камнем наперевес, не мог успешно охотиться на таких огромных животных, как мамонты. Но последние годы все больше мы находим свидетельств, что у людей существовали тогда, даже десятки тысяч лет назад, свои методы охоты. Рядом с мамонтовыми кладбищами почти всегда находят следы присутствия человека, стоянки, находят кости мамонта, застрявшими каменными или костяными наконечниками. Но все-таки мамонты не были основной едой, источником пищи первобытных людей. Они служили источником строительного материала и сырья для изготовления всяких орудий, труда, оружия. В прошлом году к нам в музей мамонта попал совершенно уникальный наконечник копья из бивня мамонта, двусторонний, идеально сделанный, как будто на станке, Сусьянского района, реки Сылах. И он был, что интересно, найден внутри скелета мамонта. Да, он был обломан. То есть мы сейчас изучаем. У нас 3 копья. Один тоже совершенно уникальный, из рога шерстистого носорога с острова Большой Ляховский, 13 тысяч лет. Это самая северная находка орудия палеолитического человека в мире. То есть наш музей занимается не только животными, но мы, человек как часть того мира, не скажу, что мамонты и фауна, но он же жил вместе с ними, мы тоже очень интересуемся вот, древним человеком. Вот. Все эти находки, которые вот, появились в последнее время, как я сказал, вот, совершенно уникальные находки, не имеющие аналогов в мире, они комплексно изучаются нами. У нас, к сожалению, мало возможностей, хотя у нас уже есть, мы изучаем палеонтологические объекты в нашем университете, мы уже применяем палеогенетические методы, выделяем ДНК, изучаем клетки, ткани и так далее. Но мы не можем полностью охватить весь спектр вот, научных проблем. Поэтому мы сотрудничаем с ведущими учеными из Центрального научного учреждения России, из зарубежных стран. По каждой находке создается рабочая группа международная, которая работает, соответственно, к специальной программе. И поэтому вот, не только кости изучаются сейчас, но и выделяются новые виды бактерий. Вот расскажу пример про раскопки и изучение нашего сейчас самого главного экспоната малоляховского мамонта. В 2013 году на острове Малоляховский мы раскопали лучшую по сохранности в мире на сегодняшний день, по сохранности мягких тканей, тушу взрослого мамонта, у которого в момент раскопок даже текла жидкость, которая оказалась, как установили наши медики, гемолизированной кровью. Мышечные ткани были
нативного красного цвета. Вот это удивительные вещи, которые мы изучаем вот, по 15 сейчас разным направлениям. Можно много рассказывать тоже про это. Каждая находка очень интересна, имеет свою историю. Наша тоже уже имеет свою историю. Микробиологи выделили новый вид бактерий, живых бактерий, неизвестных науке, с туши нашего мамонта. Мы узнали, сколько лет жил, 67 лет. 10 раз рожала вот эта мамонтиха. 4-й мамонтенок погиб рано. Вот современная наука позволяет вот, уяснять такие удивительные вещи, которые происходили 32 тысячи лет назад. Вот такой возраст. Это благодаря изотопному анализу, изучению анализу кальция в бивнях и так далее. Да? Вот. Республика Саха, наша Якутия, объявила мамонтовую фауну национальным достоянием. Но я считаю, что это не только наше национальное достояние, это достояние всего человечества. И мы должны делиться, не отдавать, но работать вместе со всем миром, что мы и пытаемся делать.